ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 21 марта, 11:10. Городская администрация. Главный архитектор Ухты отвечает на вопросы журналистов о внешнем облике города, сохранении его исторического наследия и перспективах расширения территории. Для старой части Ухты в 2010 году были разработаны проекты фасадов 5 зданий по улицам Кремса и Октябрьской. Сегодня в проекты внесены некоторые изменения и ведется работа над общим благоустройством района. Что касается внешнего облика центра города, то вскоре будут установлены параметры и правила по размещению рекламных баннеров, чтобы наш город приобрел более гармоничный и достойный вид. Многих интересуют планы на заброшенные или недостроенные дома. Судьба здания бывшего ГАИ по улице Синюкова неизвестно, связаться с собственниками пока не удается. А вот заброшенное здание бывшей бани по адресу Первомайская, 24 будет реконструировано. В настоящее время они разрабатывают проектную документацию на реконструкцию данного объекта. Но ни управление архитектуры, ни администрация в силу закона не имеет возможности диктовать собственникам, как эксплуатировать эти здания, в какие сроки и прочее. То есть и ускорение каких-то производства этих сроков работ мы тоже не можем. Планируется строительство новых жилых зданий для переселения из аварийного и ветхого жилья. Это поселок Дальний, улицы Молодежная и Геологов, поселок Шудаяк, а также строительство многоэтажек в 6-м квартале. Также планируют закончить строительство 2 детских садов по улицам Куратова и Сидорова и завершить комплексный ремонт 2-й и 3-й школ. Помимо этого разрабатывается план по ремонту бассейна «Юность» и созданию культурно-досугового центра в поселке Кемден. Что касается загруженности ухтинских дорог, ситуация улучшится с появлением северного объезда от поста ГАИ до поворота на поселка Югер, а также маршрута вдоль новых микрорайонов.